Просьба будет ко всем, кто участвует. Давайте сначала определим регламент времени, чтобы соблюдать какой-то паритет. Сколько нам времени хватит? 3 минуты, 4 минуты? Сколько? 2 минуты? Хорошо, меня хорошо слышно? Да, хорошо. Ну, во-первых, я хочу с вами снова поздороваться. Валейкум ассалам. И я всегда придерживалась, знаете, наверное, уже многим это набило оскомину, парламентского правления. То есть то, что было веками в Ичкерии, это Никхел, то есть когда выбирают наиболее достойных людей народ, вот, и правит сообща. То есть туда могут войти все партии, все присутствующие, все, кого выберут. Но борьбы за власть не будет, это самое главное. И, конечно, во время военных действий всегда народом не только выдвигался, а появлялся лидер, который, вот, например, как шейх Мансур или Шамиль, или наши 4 президента погибшие. Они во время войны необходимый президент. Но в мирное время, после деоккупации республики, я считаю, что это перейти к старинному древнему обычаю Мекхел, то есть парламентской республике, было бы вернее всего. И потому что выборы президента – это всегда дополнительные траты, в первую очередь, и раскол народа. И потом неизвестно, кто будет проталкивать этого президента, кому он будет подчиняться. То есть те, кто будут его, наверное, оплачивать эти выборы. Это очень сложно и даже страшно. И я считаю, что только чтобы вошли вот все партии и все, кто что-то может сделать хорошее для республики, я считаю, что приемлемо только парламентское правление в будущем. Ну вот это мое мнение. Я все сказала. Хорошо, спасибо, Алла. Спасибо вам большое. По теме, которую мы сегодня должны обсудить, опять же, наверное, если у кого сформировалось предложение, есть ли у нас, как вы считаете, есть ли у нас у всех общественно-политических движений и других всех групп, сторон, несмотря на разные подходы, несмотря на разные формы правления, которые мы хотим, разные люди у нас хотят, есть ли у нас сегодня одна общая одна точка соприкосновения, где бы мы могли объединиться и сказать, что да, мы все сыны этой Родины, и мы на этом этапе сегодня мы осознаем, что мы должны быть вместе, хотя бы на основе освобождения нашей страны. Вот по этому вопросу я хотел бы, кто хочет высказаться. Если хотите, я предложу, назову имя, или-то сами. Так, если никто не вызывается, тогда давайте я попрошу выразить свое мнение. Сначала Мусу Таипову, так как он хотел высказаться. Наша ситуация, мы прежде всего должны проанализировать, каким путем, почему, по каким причинам мы попали в эту ситуацию. Это первое. Второе, мы не будем обозначить виновных. Если мы узнаем причины, мы увидим логику поведения тех или иных персонажей, и они будут сами по себе явные. Мы сегодня собрались не для того, чтобы кого-то обвинять, а для того, чтобы консолидироваться, и для того, чтобы эти ошибки были устранены, чтобы в дальнейшем их не было. Третье. Сегодня особенно важна консолидация всего нашего народа, хотя бы тех, из числа тех, кто находится за пределами нашей страны и кто в состоянии выразить свое мнение, кто в состоянии сделать хоть что-то полезное для своего народа. Четвертое.
Что значит полезные, по моему мнению? Это следование нашей Конституции, законам нашей страны, не выпячивание себя, а заниматься общим делом во благо народа. Это громко звучит, но тем не менее это так. И пятое, я думаю, что только вернувшись для тех, кто ушел с линии, с пути, начатым нашим народом, только вернувшись на этот путь, те, кто там отошел по различным причинам, мы их не будем сейчас обозначить, кто-то из личных амбиций, кто-то обманувшись, кто-то там заблудившись, кого-то там, может быть, каким-то образом шантажировали, мы эти причины не знаем, они должны вернуться, они должны признать свои ошибки предыдущие. Если они есть у нас, я имею в виду президиум правительства, то нужно и нам сказать, мы их признаем. Но те, кто... Мы сегодня должны быть честными. Мы всегда должны быть честными, но особенно сейчас это важно для всего нашего народа. Это мое твердое убеждение. Какие-то личные амбиции, это все остальное мы должны отбросить. Сейчас нам нужно консолидироваться, показать, что есть ядро нации, есть люди, которые стоят на этом пути, и все те, кто болеет душой, сердцем, телом, всеми фибрами души, должны стать на тот путь, который начал наш народ, и продолжить, завершить его до конца. Вот примерно так. Баркала, Муса. Кто хочет продолжить, добавить или свое мнение сказать в этом поводу? Тогда давайте опять вызову. У меня просьба к вам, что все, когда кто слушает, не говорит, микрофон выключите, чтобы у вас сильный был микрофон, и чтобы у нас не было эхо и срывов. Когда будем говорить, тогда будем включать. Тогда давайте я попрошу Джамбулата Сулейманова высказать свое мнение, и что он думает, и какие у него есть какие-то, может, предложения или мысли. Джамбулат, тебе слово. Муслим, Расул, тогда я еще раз на русском поприветствую всех участников. Ассаламу алейкум. По просьбе ведущего я тоже предварительно скажу, что считаю в этой ситуации полезным. В каждый период истории у народа бывает приоритетная задача. У нас, можно сказать, последние лет 10 приоритетная задача, даже лет 15 – это объединение всех политических сил, которые были разрознены действиями российских спецслужб. Они внесли раскол. У нас помимо этого был и идейный раскол внутри народа, то есть у нас раскол шел по двум направлениям. Это есть внешнее воздействие, которое было направлено на раскол, есть внутренние противоречия. Поэтому это была приоритетнейшая задача с тех лет, и сегодня она стала более наглядной, актуальной. Она оголилась, вот эта задача оголилась с началом войны в Украине и с теми проблемами, с которыми сегодня сталкивается чеченский народ в плане представительства перед мировым сообществом и в плане единого центра вынесения решений. Без него мы не можем достичь наших задач, национальных задач. Поэтому я считаю, что эта задача, она должна быть решена сегодня в максимально краткий срок. А путями решения, достижения этой задачи, я считаю, только создание коалиции. Другого пути я не вижу, потому что мы не можем сегодня заставить людей отказаться от тех убеждений политических, идеологических, которые у них народились годами. Наверное, этот процесс займет долгое время. Сегодня нам нужно обозначить те точки опоры, которые здесь говорили, и согласиться о них, и создать коалицию. И еще нужно нам избегать того, чтобы мы уже сегодня поднимали вопросы, которые мы не в состоянии сегодня решить, которые будут решаться, скажем, вторым, третьим, четвертым этапом. Если мы сегодня начнем поднимать эти вопросы, мы даже не сможем договориться о первом этапе, потому что мы знаем, что у нас есть идейные разногласия, и каждый будет стремиться к своему, и начнутся взаимные
часто это необоснованные обвинения только из-за того, что оппонент имеет другое видение. Поэтому я считаю, что нужно, вот, когда мы будем договариваться о том, на чем мы будем едины, также договариваться о том, что мы не будем сразу забегать вперед и говорить о тех процессах, которые сегодня мы не в состоянии решить, которые мы отложили на второй, третий этап. А что может быть первым этапом? Это понятно, что всех нас может объединить только идея освобождения нашей Родины, деоккупации. То есть на этом пути мы должны также взять за основу, если мы освобождаем наше государство оккупированное, то есть те основополагающие правовые акты, которые положены в основу этого государства, на них мы и должны опираться. Это мое мнение. Остальные вещи мы как бы оставляем уже, каким нам видится государство, на каких основах мы его будем восстанавливать и развивать. Там есть очень большой спектр, разброс мнений, и мы должны вот сразу договориться, что мы их не будем обсуждать. Это сразу же приведет к разногласиям, и мы не сможем договориться. И пока на этом я закончу, это как бы предварительное. Я думаю, еще раз мне будет представлено слово, я могу уже в зависимости от того, как будет развиваться наш диалог, может быть, я дополню еще. На этом пока завершаю. Дайресу. Джамбулат, мы тебя поняли. Очень хороший расклад и очень хорошее предложение. Здесь у нас присутствует наш большой друг из Украины Виктор Кононенко. Виктор помогает нам в плане, чтобы наши мысли, наши предложения, кто мы такие, вообще, что из себя представляют чеченцы, кто является таким договороспособным и для восстановления нашего государства может предложить именно, не представляя каких-то вторых, третьих сил и интересы, именно свои усилия предлагает. Поэтому я бы хотел, Виктор, вас попросить тоже выступить, сказать вступительное слово и ваши пожелания, и как вы, что бы вы нам сказали в нашем сегодняшнем собрании. Виктор, вы меня слышите? Мы вас не слышим, если вы говорите. Алло, здрасте. Да, не мог подключиться, потому что не очень умею этим пользоваться, этими гаджетами. И, короче, я последние слова Джамбулата слышал, как бы все окей. То есть согласен, потому что нам нужно в любом случае выстраивать позицию на какой-то конституционной основе, потому что это важно, что касается международного права и что касается... Просто был период в новейшей истории Чечни, когда Чечня была свободна, и с точки зрения международного права выборы проходили абсолютно свободные и очень демократические. Была принята Декларация независимости, которая, например, похожа в Америке, которая хранится в библиотеке Конгресса. И второе, была принята Конституция, которая тоже была принята демократически представителями народа, то есть парламентом. То есть это очень хорошая основа среди всех российских регионов, которые существуют. У Чечни такая супер уникальная возможность. То есть нету больше такой территории на территории России, которой вот есть такой хороший бэкграунд, который это просто как золото. Его нужно просто стремиться и держать. Плюс так получилось, что Чечню возглавил тогда величайший человек, который, по сути, прожил в Украине часть жизни. Это Джохар Дудаев, который сделал огромнейший вклад. И даже вот сейчас, когда украинцы очень много на украинских YouTube-каналах на переводы делаются Джохара Дудаева, его все слова, которые он говорил 30 лет назад. То есть мы тогда это все смотрели так, ну, говорит себе какой-то человек и говорит. А сейчас мы смотрим, насколько он глубоко это видел. И для нас очень важно эту историю преемственности тянуть дальше и вперед двигаться. В этом плане идея создания вот этого круглого стола для того, чтобы чеченцы просто научились между собой разговаривать, потому что есть там моменты, обиды, там, ну, есть, как обычно. Но должны быть такие основы, которые не должны их
ну, не должно быть разногласий. То есть вот это согласен. Все остальные это потом, когда, дай бог, все будет освобождение, и тогда уже будет политическая настоящая жизнь, и тогда уже идет политическая игра, политическая культура, там свои скандалы, там, ну, вы знаете, там пиары, все что угодно. Но сейчас нужно будет действовать очень четко. Для меня важным был бы, там несколько таких этапов было важным. Сейчас было написано письмо от имени представителя парламента, президента Украины по поводу правительства изгнания. То есть я считаю, что это не факт, что это Украина на это ответит, но факт то, что если Украина, например, признает правительство в изгнании, то есть я не говорю о составе людей, я говорю о самом факте, это означает, что уже создаются межгосударственные отношения. И один из важнейших элементов, нам нужно до этой ситуации добежать, а потом постепенно расширять это там на страны Прибалтики, Польши, там, не знаю, Швейцарии, там, других стран, которые... Потому что если 30 стран признают, ну, по международному праву, 30 стран признают страну, то это означает, что она имеет уже признание в мире. Это тоже очень важно. Но это не быстрый процесс, нужно над этим работать. Плюс сейчас ситуация, по сути, в Чечне, она, ну, мне кажется, на процентов 80, там, 90, не знаю, 70, 50, неважно. Она решается в Украине. И вот мы сегодня там разговаривали, я говорю, пример такой, если вы в Киеве сейчас идете, и вы скажете, я чеченец, то любой украинец вас не будет никогда в жизни воспринимать, что вы какой-то там террорист-полубандит. Каждый будет воспринимать, что есть человек, который находится сейчас в Украине, чеченец, это человек, который защищает эту страну. То есть сейчас, ну, быть чеченцем в Украине, это достаточно, ну, позитивно. То есть это даже нам принципиально лучше, чем до войны. И вот эти батальоны, которые существуют в Украине, это шейха Мансура и Джахара Дудаева, по сути, они как бы спасли честь нации, честь чеченцев, и отношение в Украине к чеченцам очень положительное. Понятно, что из-за того, что есть немножко у вас там неразбериха, там определенный как бы конфликт, но это нормально, в Украине то же самое. То есть оно то же самое. Единственное, что у нас есть пока своя страна, у нас разные политические силы, но люди вас воспринимают уже положительно. Это очень хороший тоже бэкграунд, с которым можно очень дальше двигаться и работать. И это есть возможность. И грех этим не воспользоваться. Потому что когда кадыровцы, я живу где-то 15 километров от Бучи, от Ирпеня, там, где вот эти были вся самые ужасные ситуации, когда туда заходили, это был какой-то ужас, когда туда, ну, как бы наши-то поработали хорошо, но тогда это восприятие кадыровцев и чеченцев было плохое. Сейчас, в общем-то, хорошее. Нужно дальше, в общем-то, двигаться. И поэтому работать, и исходя из того, что есть здесь эти два батальона, нам нужно подумать, как их включить в этот процесс, потому что они являются составляющей вот этой всей работы, которую они сделали, условно, как бы молча, да, и многие положили свое здоровье жизни, и они очень много сделали для чеченского народа. И поэтому одно из усилий, следующим усилием, помимо вот этого поддержания письма, которое написали президенту Украины, второе – это поддержание этих батальонов и какая-то, чтобы они вместе в этот процесс вошли. Именно в рамках декларации Конституции. И потом, как правильно сказал Джамбулат, будем смотреть дальше, что над этим работать. И потому что украинское правительство, точнее, украинские власти, не правительство, власти, украинские разные силовые органы, они сейчас немножко с осторожностью смотрят на разногласия внутри чеченского народа, вот это, что сейчас происходит. И это и есть проблема. Но хотя бы если показать, что есть возможность быть договороспособным, это будет очень хороший сигнал для них, что можно работать. И здесь нужно показать свою профессиональность там, и стремление, потому что амбиции, каждый из вас должен понимать, что амбиции вас лично, ваших личных амбиций могут просто положить на плаху судьбу вашей собственной страны. Поэтому здесь нужно понимать, даже когда там возникают там какие-то ситуации, оскорбления друг другу,
Ну, условно так. Пусть меня оскорбляют, но главное, чтобы моя страна живет. Потому что люди, которые воюют в ваших батальонах, они за собственную страну на чужой земле, ну, в Украине, они отдают свою жизнь. То есть это даже, условно, не оскорбление, это намного тяжелее и хуже. Ну, такие пожелания, я, наверное, вот как бы вот так сказал бы. Спасибо. Совестху Гордон Улбек. За ваш позитив и за ваши старания. Все-таки, когда нет друзей в соседней стране, в соседи, это очень тяжело. Хорошо, что у нас есть друзья и в вашей стране, Виктор. Алла, можете говорить. Виктор, приветствую вас. Здравствуйте, пацаны. Я вас прослушал. У меня есть такая черта, я привык говорить так, как я думаю. Может, для политика она плохая, но для чеченцев это нормальное явление. Я хотел бы коснуться ваших СМИ. Я это несколько раз, много раз писал, да, которые акцентируют на кадыровцах. Как будто бы чеченцы напали на Украину. Это первое. Их там максимум за все время было 1000 человек. То, что пишут ваши СМИ, это, скажем так, я имею в виду путем ротации. Это немножко оскорбительно. И вы, наверное, в курсе, что, если вы не знаете, я вам напомню одну вещь, что 9 украинцев стали героями России, воюя против нас. Это первое. Второе. Десятки тысяч украинцев. Я сейчас доскажу, не перебивайте. Я не перебивал, прошу меня не перебивать. Я готов услышать. Не, ну, пожалуйста. Сабади. Сук, да, алитул, цаюк и магертул. Мне не нравится вот эта вот позиция, потому что акцент, да, на национальную принадлежность. Мы никогда не акцентировали на том, кто воюет в российской армии. Почему? Потому что кто за кого воюет, тот тому и принадлежит. Так. Третье, вы сказали разногласия и так далее, ваши амбиции. У нас нет амбиций, у нас нет разногласий. Я вам приведу такой простой пример. Если 10 человек вышли с населенного пункта А и идут в населенный пункт Б, и потом из этих 10 человек 2 ушли куда-то в одно село, 2 пошли еще куда-то, еще там вернулись назад, но осталось, допустим, 2-3 на этом пути. Вы можете сказать тем, кто с точки А идет в точку Б, что они разделились. Ни вы, никто не может сказать. Это говорят о тех, кто повернул, развернулся и куда-то там ушел. У нас нет амбиций. Наши амбиции, я имею в виду президиум правительства, это только чеченская государственность, деоккупация страны и сохранение правовой базы, защита конституционного строя. Вот в этом есть наши амбиции. И в этих амбициях никто, ни один человек не может нас упрекнуть. И дай Бог, чтобы в каждом народе сохранялась такая группа людей, общность какая-то, которая будет сохранять правовую базу своей государственности. Поэтому, когда кто-то говорит, ваши там внутренние, там нет внутренних, смотрите, вы образованный человек, вы знаете, что такое Конституция, вы знаете, что такое закон. И те, кто сейчас слушает, они тоже это понимают. Мы сегодня говорим о легитимности, о праве народа, об оккупации и о возможности деоккупации нашей страны и пути, какие мы можем найти, какие средства, какие союзники у нас могут быть для проведения вот вышеназванных действий. И мы ищем союзников. Мы готовы сотрудничать с кем угодно для того, чтобы деоккупировать свою страну и восстановить конституционный строй и легитимную власть на территории нашей страны. Следовательно, в этом деле нам должны помогать все грамотные, умные люди, те, кто понимают, в чем дело, в чем причина, и не путать причинно-следственную, кто не путает причинно-следственную связь. И когда украинская сторона говорит, допустим, что вот, мол, у вас там куча правительств, мы же не говорим, что Янукович легитимный президент. Мы же не говорим Медведчук.
То же самое касается неких граждан, которые приезжают в Украину и заявляют себя какими-то там правителями, там, премьерами там, и так далее. То есть грамотный человек, прежде чем вступать в дискуссию, сначала смотрит основу, информацию находит, только после этого он начинает дискутировать. Понимаете? Никаких обид, никаких претензий, но удивление присутствует лично у меня. Поэтому, когда мы с вами разговариваем, с вами, с иными гражданами, там, я не знаю, с должностными лицами, с гражданами этой страны, поэтому нужно, наверное, и, допустим, я знаю Конституцию Украины, я ее читал. Почему руководство Украины не изучило наши законы? Почему они не знают? Мы абсолютно грамотные, цивилизованные люди. Мы знаем, кто у нас, какая у нас власть может быть, кто может претендовать на власть и кто является властью на данный период времени. Понимаете? Я закончил. Ну, я, смотрите, могу вам сказать, что начнем с кадыровцев. Смотрите, они когда зашли в Бучу, у меня близкий мой друг оказался в оккупации под кадыровцами. И он хирург, онколог. Если кто будет потом в Украине, я вас познакомлю. Значит, и он побыл, я не помню, сколько дней, но он говорит, они себя вели очень прилично и очень достойно. Мало того, когда они сказали, мы уходим на ротацию, то есть нас выводят, говорит, заходят буряты, так что вы как-то там прячете, что-то делаете. Поэтому, и когда вот у меня сейчас друзья, которые занимаются военными преступлениями, они расследуют по Буче и по Ирпеню явных преступлений, то есть вот сейчас, на сей момент, нету, чтобы кадыровцы совершили преступление. Поэтому у них все равно что-то, видать, в душах есть, и основные преступления были совершены там десантниками, ну, там у меня целые списки есть, то есть я как бы в материале. Поэтому это первый момент, то, что вы это самое. Что касается украинской власти, изучения Конституции, наша власть, я бы сказал бы так, она не сильно тоже там супер гениальна. Она по большому счету свои до конца законы, в общем-то, не понимает. Но преимущество нашей власти от ваших, да, то, что мы имеем собственную страну. Да, мы часть потеряли, мы потеряли Крым по разным причинам, потеряли Донбасс как раз из-за того, что одни считали, что Янукович легитимный, другие посчитали по-другому, то есть это есть. Плюс это началась агрессия. Поэтому сейчас не та ситуация, чтобы заставить украинскую власть разобраться, кто есть кто. Что касается СМИ. Большинство СМИ, если вы работаете с СМИ, они всегда хотят какого-то хайпа, каких-то супер новостей, чтобы это должно быть в каких-то формулах понятных и ясности. И так как-то друг друга они поддерживают все. Посмотрите там украинские телеграм-каналы, одни и те же новости, по сути, одни и ходят, ну, одинаково. Поэтому кто-то сказал, что там есть какой-то чувак, который является там правителем. Ну, и он так, привыкли все, и так и говорят. И там особенно журналисты не разбираются. Ну, это во всех странах мира. Я просто скажу свой опыт личный. У меня дочка в Лондоне живет, и она давала интервью Guardian газете. И газета сделала там у нее интервью, она занимается кинематографом. Она прочитала, говорит, папа, такое впечатление, что он вообще меня не слышал. Я говорю, ты всегда, когда даешь интервью, всегда прочитай, перепиши и запиши лично, что ты имела в виду. Она говорит, ну, по-моему, английский язык плохо так. То есть это такие журналисты, они ищут очень коротких новостей, хайпа. Поэтому мы здесь, единственное, что мы можем сделать, если мы предложим новости, которые будут более интересны, более правильно. Плюс какие-то свои информационные ресурсы, которые постепенно будут давать правильные новости. Это единственный шанс. Заставить журналиста написать так, как мы считаем нужно, очень тяжелая тема, очень. Заставить украинскую власть изучить чеченские законы тоже есть проблема. Но если мы предложим какие-то решения, то есть вы, точнее не мы, а вы изготовите правильные решения, и украинская власть, да, мы это поддержим, да, это поддержим. То есть, я не знаю, там говорят, что
90% правильного ответа – это когда правильно задан вопрос. Мы должны правильно задавать вопросы, правильно задавать тренды, и тогда будут правильные ответы. И там никто особенно не будет разбираться. Сейчас украинской власти нет до Чечни. Это я прав. Ну, вы должны вместе работать, чтобы вас воспринимали. У меня есть позиция парламента украинского. Они говорят, мы не можем разобраться в этой ситуации. И они не хотят разбираться. Они говорят, пока нам наши военные не скажут, как нам правильно действовать, мы даже боимся туда входить, в эту ситуацию. Ну, просто реальность есть реальность. Мы можем желать что-то, требовать от украинской власти, но это просто сейчас нереально. Ну, вот, если я на все ответил, вот это моя позиция. Спасибо, Виктор, спасибо. То есть сейчас это немного отклонение от темы у нас. Мы все равно должны вернуться к своей теме. И у нас есть еще другие участники, которых нам будет интересно выслушать. Сам кто-нибудь хочет высказаться по той ситуации, что можем ли мы найти основную точку соприкосновения для создания коалиции, для объединения. Одна цель, первая цель. Цель освобождения нашей страны. Так, у нас есть... Я слушаю, кто хочет. Давайте я скажу два слова, коротко. Давайте. Мне кажется, что и Виктор, и Муса по-своему правы, но это сейчас было действительно не по теме. В то же время этот тоже вопрос существует. Мы сейчас должны искать не то, что значит там, как ты говоришь, вот эти вопросы, которые там в Украине происходят. Если бы здесь были сейчас люди от батальонов, допустим, от того или другого, от одного батальона есть, так, то бы мы ближе были к теме. Сейчас мне кажется, что мы задали тему такую с самого начала, что мы говорим, что есть платформа, значит, открытого диалога, значит, открыто говорить обо всем, скромно, без всяких этих, обоснованно, аргументированно, на основе принятой нашим народом декларации и конституции нашей. Вокруг этого, если пойдет диалог, и если кто-то это может там что-то другое фактически обосновать или под это, значит, нам объединиться, удастся, то это будет как раз-таки тот удар, который сегодня будет по Кремлю, который хочет нас разъединить. А если мы будем объединены на этой основе, то никто к нам не придерется. Как Захар говорил, комар носа не подточит. Сейчас говорить о вопросах, о том, что мы там сделаем то или другое, или третье, я говорил вначале. Давайте сейчас оставим эти амбиции и поговорим, что мы можем сделать на самом деле, оставив вот эти вот формирования, вот эти вот все движения, которые, вот, допустим, вот закаиваются. Их приглашал, муслимы приглашали, они не пришли, так? Мы же готовы с ними разговаривать. А? Я их не приглашал, по правде сказать. Нет. Не приглашал? Да? Нет. Ну, надо приглашать. Уже второй раз мы с тобой говорим. Пусть придут, послушаем, что они скажут, и тоже поговорим. Давайте посмотрим. У нас же открытый диалог. И сейчас, раз идет у нас диалог, а если сейчас говоришь, вот, допустим, присутствует один Джамбулат, и присутствует мы, и еще Заид, да, что эти трое будут объединяться, что ли, или эти трое будут искать. Надо, чтобы и остальные же были. Скажут свое мнение, и в целом тогда, может, друг другу поймут они, что делать и как. Но с другой точки зрения, я здесь не вижу ответственности. Вот еще. Баркал. Демократическая партия тоже тут. Ну и демократическая партия тоже, пожалуйста. И давайте всех, мы открыты. Вот в чем наш принцип. Правильно, муслим? Так? Да, мы открыты. Я хотел бы спросить, мы запрашивали, отправляли запрос, что нам до сих пор нет ответа. Есть ли здесь представитель шейха Мансура батальона? Если есть, если назовете, Муслим, я тебе сейчас оставил сообщение
Говорит, скорее всего, участник батальона Шейх Мансур не будет, но он хотел бы послушать наш чат. Я тебе сейчас отправил его данные. Он, кажется, не может войти. Нужно его включить, кажется. Сейчас тогда я постараюсь. Тогда пока я буду его смотреть, Абузель, может, ты скажешь что-нибудь? Я знаю, что ты хочешь послушать побольше, но немного скажи. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Я вообще-то хотел только послушать, но если вот я до сих пор, я себя как чувствую, как будто вот собрались строители, да, а я как кондитер, да, ну, не совсем понимаю, что происходит. Ну, это не из-за того, что как бы, да, там, потому что я, во-первых, молодой, во-вторых, вот как вы в этой политике так особо не участвовал, и, как можно сказать, новичок в этом. Поэтому хотел вас послушать, и в конце, если у меня какие-то мысли будут, тогда я постараюсь выговорить, иншаллах. Хорошо, ребят, хорошо. Ну, надеюсь, мы потихоньку разъяснится эта ситуация, что мы хотим, и что для строителей тоже, и кондитеры тоже нужны. Муслим, Киев, хочешь что-нибудь сказать именно по этому поводу? Как ваша ситуация? Сколько вам это нужно? Валикум салам. Сурху, демократическая партия, пускай скажет. Дайте ему слово, если есть возможность. Сурху демократической партии. Это вот есть Дориан Дар, один на всю демократическую партию. Это он? Маршал Душу Масай, добрый вечер всем. Мне, в принципе, сейчас добавить нечего, я слушаю, сижу. В целом, консолидация и объединение – это все то, к чему мы тоже призываем. И правильный посыл. И то, что мы объединяться собираемся на Конституцию 92 года, абсолютно поддерживаю. Так я пока ничего добавить не могу, буду дальше слушать. Если можно, я скажу. Давайте. Приветствую всех, ассаламу алейкум. Я тоже больше любитель слушать, чем говорить. Чтобы что-то говорить, это как бы людей чему-то призывать, учить. Для этого, соответственно, нужны какие-то основания. Поэтому я больше люблю слушать. Но в данном случае я попробую высказать свое отношение вообще ко всему, что сейчас происходит, особенно за рубежом, касательно сторонников Чеченской Республики Ичкерия. Меня зовут Хамзат. Я во Франции с 2004 года. Без 5 минут 65 лет. Тейп Тумсой, родом из Ачхабартана. И считаю, на Ичкерию имею право ничуть не меньше, чем из тех, кто здесь присутствует. По какой причине, объясню. Я член одной из избирательных комиссий в 1991 году, когда выбирали первого президента и первый парламент Чеченской Республики. В войне не участвовал, не воевал, не хватило духа. Но это не значит, что я не был сторонником все это время. И вот, значит, находясь в эмиграции, вижу, как многие наши видные политически активные деятели, находясь в эмиграции, у меня просто к ним огромные претензии. Почему у них не хватает силы, я не знаю, здесь было сказано, и амбиций, и прочее. Да, есть и амбиции. Почему у них не хватает мужества, я не знаю, или политической зрелости, чтобы объединиться? Как правило, когда человек просит кого-то к чему-то объединиться, он, как правило, призывает присоединиться к себе. А чтобы объединиться, договориться, должны быть уступки друг другу. Например, вот наши публичные люди, которые выступают, я сейчас попробую поименно перечислить. Ахьят Идигов, Таип Муса, Джамбулат Сулейманов. Ну, сейчас появившаяся Демпартия. Ну, еще дальше там, может, не всех вспомню. Закаева нету. Жаль, что действительно нету Закаева или его сторонника.
находясь здесь, вдали от страны, в первую очередь необходима вот это именно консолидация и для украинского правительства, чтобы они видели, когда, чтобы кому было помочь или я не знаю. Вот даже вот я немножко сумбурно это буду говорить. Когда украинский парламент, Рада, признала нас, Чеченскую Ичкерию, в оккупированной территории, я тот день ходил, плакал, ей-богу. Не рыдал, конечно, но плакал, прятал слезы от семьи, от детей, от жены, чтобы они не видели, потому что они меня не видели плакавшим никогда. Настолько мне это было близко к сердцу, настолько приятно, да? Значит, вот это. Более того, когда началась эта война против Украины, я в то утро для себя сказал: все, хана России. Почему? Потому что весь мир будет помогать Украине. И до сих пор считаю, что победа Кавказа и Ичкерии на острие украинского штыка. Я ничуть в этом не сомневаюсь. Но вот мне очень обидно, кстати, забыл упомянуть Аслана Арцуева. Так вот, мне очень обидно, когда сегодняшние наши публичные спикеры, как сейчас принято таких людей называть, когда они обвиняют друг друга в работе на ФСБ, и никто никогда не приводит ни одного случая доказательства. Ну, неужели можно не соглашаться с оппонентом, но никогда не называйте их? Я уверен, что ни один из вас не является агентом ФСБ. Но когда он не согласен с моей позицией, я готов его назвать почему-то ФСБшником. В том числе я не считаю и удугов ФСБшников. Нет у нас ФСБшников. Просто мы каждый по-своему видим и на этом настаиваем и не хотим никому друг другу уступить. Когда в республике, если когда-нибудь вернемся, да, вот тогда борьба за власть, это нормально. Но когда мы делим шкуру на убитого медведя здесь, кстати, почему вот это признание, я считаю его такое недопризнанием и полупризнанием. Вот если на этот момент было бы за рубежом единый фронт, назовем его фронт национального спасения, комитет национального спасения, когда все наши вот эти спикеры были бы в одной лодке, как говорится, в одной позиции, то нас признали бы не просто оккупировали, а признали бы и правительство, наладили бы, наверное, с ними и дипломатические отношения, и прочее, и прочее, и прочее. Они, я уверен, украинское правительство смотрит на наших зарубежных представителей Ичкерии и тоже думает, вы уж как-нибудь договоритесь, может, тогда и им легче было бы какие-то действия принимать в отношении, действия, она, конечно, сегодня в крови, она кровью умывается, но не сегодня, завтра и помочь чеченцам им было бы легче, если сегодня заграничные представители Ичкерии были бы объединены. Но уступите друг другу чуть-чуть и договаривайтесь, созванивайтесь между собой. Вот когда вы все созвонитесь, договоритесь, сделайте объединенный, как вот тогда и Закаева можно будет, иди сюда, мы все здесь одни. Теперь ты будешь один, что ли, бегать? Кто бы его сегодня признавал, не признавал, но этого человека все равно признают, и с ними договариваются, с ним разговаривают, он ходит, он бегает, и там бешуется. Я в данном случае по отношению к вам всем стараюсь быть на одном расстоянии. Почему? Потому что вы для меня все одинаковые, вы все ичкерийцы, вы все сторонники за свободу. Но неужели нельзя отбросить какие-то там, не знаю, какие-то личные умствования? Почему не хватает вот этого желания, что ли, собраться, назвать как... Вот эти президиумы, вот эти правительства в изгнании там. И сейчас все это взять один, например, термин. Фронт национального спасения, комитет национального спасения. Все. И вот тогда тот контингент, огромное количество чеченцев, которые смотрят, наблюдают, да ну их боже, этот. Если была бы одна единая, мощная, консолидированная сила, вот тогда даже нейтральные, даже аполитичные чеченцы быстро бы довольно подключились бы и максимально старались бы этому движению помочь. Ну, где-то вот так. Я больше не буду занимать времени. Попрошу прощения за сумбурность. Конечно, ты время много занял. Мы покороче пытаемся здесь. Но именно для этого мы и собираемся, пытаемся вот сегодня начать находить эти точки соприкосновения. Несмотря ни на какие разногласия. Но все-таки какие-то ограничения будут и должны быть. Тем не менее, основная вот эта политическая, так сказать, тусовка, она не имеет антагонизма.
в основном нашем вопросе. Поэтому я надеюсь, из этого у нас что-то да хорошее получится. Может, не все, но в любом случае хоть несколько, 5-6 или организаций, движений, партий, правительств, другого объединиться. Мы стоим на этом пороге, я думаю, это осознают, что нужно объединяться. Кто еще хочет сказать? Давайте. Ассаламу алейкум. Совистхол Магардари. Хамилу Озетот, постоянно. Кстати, Асланю. Со Германия, Лайхшу. Хорошо, Аслан, по нашей теме и не занимаем много времени, окей? Сонох чума тавистхил вар, қол халық амел динчун. Тахтун дейла, охаргайс кама тавистхил дейла, Хамза термат, тун дейла гайс кама тавистхил. Аслан, давай, смотри вот так, давай, не друг другу мы сейчас отвечаем, мы сейчас по этой основной теме высказываемся. Да, было названо мое имя только что, Муслим, поэтому... Было тоже позитивно названо. Буквально 2 минутки я скажу. 2 минутки я скажу, о чем речь. У меня практически необоснованно. Давай ты не будешь сейчас лично переходить. Давай по общей теме. Я не перехожу на личности, Муслим, если вы мне слово не даете здесь. Какая здесь демократия? Только что сейчас было. Да я по теме говорю. Да я по теме говорю. Дай мне просто начать разговор. Здесь очень много собралось людей, которых я, так уже и косвенно, и заочно знаю, поэтому я не буду всех перечислять, вы сами знаете прекрасно, кто я и какие у вас ко мне отношения, но речь не об этом. Сейчас только что Хамзат просто сказал, что Аслана Али, потом сказал, что обвиняют и так далее. Я не обвиняю никого безосновательно. Я юрист, я чеченец, и знаю, что я говорю, и что я буду нести ответственность за каждое слово, которое я скажу. Также, конечно же, я буду тоже требовать, если ко мне будут такие же вещи происходить. Хамзат, ко мне в машину 2 года назад, 3 года назад сел человек из правительства, так называемого правительства Ахмеда Закаева, которого я поддерживал, не претендуя ни на что, ни на власть, ни на пост, ничего. Хотя они мне предлагали занять какой-то пост, что-то сделать, я всегда отказывался, потому что мне это не нужно. И я сказал после того, как этот человек предложил мне работать на российскую разведку. После этого я долго не говорил на Ахмеда Закаева ничего, и только лишь на этого человека, который представился мне Нашхо Эльдаровым, по факту выяснилось, как по другим источникам, Руслан Сулейман. Аслан, поэтому советовал муслим, щидуаш алец, уволился просто информация. У нас не эта тема. Нет, может, ты в курсе, просто я Хамзату отвечу, потому что дай мне 2 минуты буквально. Аслан, послушай меня. Мы здесь собрались не для того, чтобы какие-то имена сейчас здесь произносить. Это не остановится. Мы все это знаем. Он тебе сказал, что тебя обвиняли, сказал он, бездоказательно. И других обвиняли, сказал, бездоказательно. Поэтому тут не должно быть никаких твоих претензий. В твою сторону никаких таких обвинений не было. Давай, Аслан. Я сейчас включу микрофон, но по теме давай. Вестулался. Нет, я его не включил, оказывается. Да, я не все. Хамзак выстрелил, я чувствую. И просто он сказал на русском языке, цундер ласкримат табуос. Человек, Хамзак, ты меня разве не слышал, Аслан? Аслан, ты не слышал разве? Да, конечно, я тебя слышу, Муслим. Мое имя сейчас здесь произносилось. И дай мне 2 минуты буквально. Если ты меня не перебивал бы эти 2 минуты, я бы уже давно сказал бы свою. Ты сейчас историю начал рассказывать. Давай заканчиваем эту тему. Я рассказываю, почему я называю Ахмеда Закаева и его окружение, работающий на российскую разведку. Но нам сегодня это не нужно. У нас нет этой темы. Только что об этом был разговор, Муслим. Разговор был о том, что мы не объединяемся и обвиняем своих политических оппонентов в том, что мы работаем на разведку. Я не политик. Я прошу прощения у всех. Мне все-таки приходится так поступать. Денелбек,
Щиминот, Да. у тебя просят 2 минуты, ты не даешь 2 минуты. Давай договоримся так. Либо мы говорим на этой площадке в течение 2 минут то, что мы хотим сказать каждый, либо мы не говорим вообще. Если ты становишься модератором, будь добр. Что бы он ни сказал, выслушать. Дай человеку 2 минуты. Или же я отсюда выйду, потому что это не свободная площадка. Понимаешь ты? У нас был вопрос, Стоп, один момент. Я не досказал. Я тебя не перебиваю, никого не перебиваю. Ты перебиваешь. Так не модерируют. Мы собрались для того, чтобы высказывать свое мнение. Будь добр, выслушивать каждого. Или мы тогда перейдем на нашу площадку, где каждый может говорить. Эта площадка есть у информационный аналитический центр. Ты продублировал, значит, нам нужно перейти туда, где не будут перебивать. Если ты собираешься перебивать и не давать слова по своему усмотрению, тогда это зря мы собрались. Я призываю просто к теме и все. Если мы начнем говорить, называть имена, это долго затянется. Мы отойдем от темы. Сегодня мы 2 минуты, 2 минуты ты потратил на то, чтобы его перебивать больше времени, чем он хотел сказать. Ну, Муса, мы сейчас снова обсуждаем это. Давайте продолжим нашу тему. Я опять говорю, человек попросил слова, ты ему дал, и 2 минуты у него есть право говорить то, что он думает, то, что у него наболело. Хорошо, 2 Всё. минуты пусть он поговорит. Аслан, у тебя микрофон включен. Муслим, наверное, ты меня блокируешь, потому что я тебя у себя там под никами блокировал. Наверное, поэтому личная какая-то. Ну, ладно. Нет, я у тебя не نقدر مسلم خزر سونا حمزاتك بيستو غير ترسو ولا حمزة والله бог дой букон. Я никого не оговариваю и ни на кого не наговариваю. Сейчас уже свою мысль, все это меня сбил, Муслим, не давая мне сказать. Но дело в том, что после того, как мне предложили работать на российскую разведку против Украины, здесь украинцы находятся, им тоже следовало бы это знать. Каким-то странным образом потом сам Ахмед Закаев оказался в Украине. Потом этот человек, который якобы не работал в правительстве Ахмеда Закаева, о чем он мне сказал, все-таки выяснилось, что он работал, и Ахмед Закаев его уволил якобы. Ну, как все это у них там имитация деятельности. И в итоге вышло то, что вот этот человек стоял на митинге, хотя уже и уволил, и он не работал, и потом его уволил, и так далее. Потом они стоят вместе на митинге. И я знаю, что эти люди, и не только эти, друг с другом общаются и имитируют деятельность. Поэтому вот мой ответ, который, конечно же, был скомкан благодаря модератору. И я надеюсь, что мне не придется больше говорить здесь. Хорошо, Баркал. Баркал Дейрес Хуэль Асуаюль. Кто еще хочет высказаться? Мне Давайте можно сказать? Говорите, Алла. Меня слышно? Я хочу, во-первых, поблагодарить Виктора Каноненкова. Он очень искренне отвечал на вопросы Мусы Таипова. Во-вторых, что касается Аслана Арсуева, я с ним согласна. Я считаю, я полностью за коалицию, которую предложил Шамбулат Сулейманов. И за комитет национального спасения, и фронт национального спасения. Но если мы в них будем принимать людей, которые... Вас прерывается, я не знаю, слышали другие, но мне слышны только части слов. Так, ну... Слышно. Слышно? Я считаю, что объединение – это прекрасно. В коалицию, которую предложил Шамбулат, или фронт национального спасения, нет разницы, как назвать. Это очень хорошо. Но если мы объединимся с теми, кто работает против Украины и против нас все это время работал, то они и нам точно так же будут вставлять коли в колеса. То есть у нас дело не будет двигаться.
Конечно, хорошо было бы предложить объединение со всеми, но не с теми, кто является нашими врагами. Вы меня извините, что это говорю, но это мое мнение, потому что я не знаю, кого из тех, кто работает вместе с Закаевым, кто может принести пользу нашей коалиции будущей или фронту национального спасения. Я закончила. Спасибо. Вы вполне имеете право на свое мнение. Совесть Хугор, Денелбек, совесть Хугор. Дело в том, что фронт национального спасения, какая-то там еще там коалиция появляется у народов, у которых нет государственности. Это первое. У нас есть государственность. Второе. У нас есть легитимные органы власти. Что я подразумеваю? Это те люди, которые остались на своих должностях. Фронт национального спасения появляется в каких-то повстанческих регионах, где люди, не имея государственности, там, не имея официальных структур, не имея легитимных органов власти, и они пробуют из разрозненных групп создать единое целое, которое способно довести народ до обретения независимости. Мы представители, мы граждане суверенного, независимого государства. Следовательно, у нас были и есть органы власти, по крайней мере, представители этих трех ветвей власти, которые остались. У кого-то микрофон включенный. Ко всем, кто слушает, выключите телефоны свои, а то это нас сбивает. Да. Все, кто не говорит, выключите телефон, пожалуйста. И у нас получается так, что мы как будто бы, вот как Ингушетия, Дагестан, Карачаево, Черкесия, это они могут фронты открывать, национального спасения. Помните, как когда русские вели, и войска еще до Первой войны, вот, Мамадаев был такой, он с главой правительства был какого-то национального спасения, или потом Хаджиев был там и так далее, да? А у нас есть государство. Но мы можем создать общественную организацию, которая будет способствовать легитимной власти действовать в русле Конституции, которая будет контролировать нашу власть и которая будет в том числе и советовать. Это даже вы, наверное, многие из вас не читали «Воззвание правительства Чеченской Республики Ичкерия». Если бы вы его прочитали, вы поняли, о чем идет речь. Я его несколько раз снова и снова публиковал в Фейсбуке, на сайте Ичкерия.инфо, у Ахьяда Идигова, на нашем основном сайте правительственном Чечен-Гувернемо, там тоже опубликовано это. Там четко и ясно сказано, о чем идет речь, что мы хотим, кто может быть и как нужно делать. Там обозначены все аспекты, и в том числе и работа, которая велась против нас. Понимаете? Мы сейчас фронты открываем, значит, как это, не хочу говорить сейчас, называть имена, Денелбек попросил не называть их, фронты открывают дома, там, сектора там, и так далее. Но у нас есть все. У нас нет людей, которые, включив мозги, отбросив личные амбиции, станут рядом с теми, кто прав. Вот о чем разговор. Вот о чем разговор. Вот в чем суть дискуссии. Мы никуда не уходили, мы шли прямо. И мы идем прямо. Ради Бога, не путайте нас, как это Божий дар с яичницей, да? Не надо путать. Если кто-то имеет претензии, президиум правительства Ичкерии, я не досказал, если кто-то имеет претензии, если у кого-то есть претензии, если кто-то может высказать наши ошибки, ради Бога, скажите их открыто. Не надо нас приравнивать ни к кому.
Я не хочу сказать, что мы небожители. Я имею в виду о законности, праве и пути чеченского народа. Если кто-то найдет ошибку в наших действиях, и если вы нам на них укажете, мы будем рады. Вы нам поможете исправить эти ошибки. Я закончил. Хорошо, Баракалла. Муса, мне неудобно бывает перебивать, мне неудобно бывает говорить, но тем не менее 5-6 он занимается. И опять же, давайте, я опять же прошу, общие черты говорить, но имена не называйте, потому что происходит, когда уже ответ хочет человек дать или еще что-то. Вот, Я не называл имена. Я понял, я сейчас общем говорю. Сегодня все-таки, опять же, давайте мы ищем точки соприкосновения. Ищем, как это назвать, наше это объединение. Не в смысле там новое что-то создавать. Вот на чем мы можем сойтись. Мы сейчас все-таки, опять же, уходим на вариант, что разногласия, которые у нас были, это мы все знаем. Но что мы можем друг другу не то что простить, оставить на сегодняшний день для того, чтобы, вот как говорят в Украине, нет у нас какого-то, не то что единения, единства, вот определенной какой-то категории людей или группы людей, которые четко сформулированно работают. Не только одна организация или одно правительство, но вот 2-3 хотя бы с объединенными. Нам сейчас главное сегодня все-таки услышать друг друга. Даже если услышал что-нибудь такое негативное, для того, чтобы объединиться все на нашей основе. Не замечать эти слова. Давайте продолжим. Вы скажите, кто сейчас хочет сказать? Чебор, давай, говорите. Assalamu alaikum. Сегодня колмасere. So чумасе жимахнег. Просто хамала арсонар правительство и бошинца цадо шар Украина бергор да так. Цунт бар цабер шо уж бар вай ичкере даяр чо да цахала церцео элдел со олас. Масит правительство шмо холо вай دقينا بقينا بوانو أمسيت правительство وقاليشالات وندوها البوكر وندوها البوخبة مخ أغور правительство هاي شيء تير أخشدو تير تروان شو شيء هو تير وندوها الدايش ريو تا تبر تنتو يهند هنقيش دويدا انت بارتي يبوش يو تير غلادوس دولا دوغيش ليش مواسط بوسو بتاع ومانش اتو مانش انا ميوكش انا دين على خلوة تخوش والبرت خل تكوس تا يستيول شلا هنا قاعدين اجي هنا قاعدين اشبوي ويش بوي بوش تاعهمش تاع وتدق ناخدو وساتو شوية ساتين داويس تغيل حيدلا قيتون انسي غير انجر دول والله دوكي ليش مو تعدو مشان Данабек жоп дали тасунг. Жимсаг волчохтардес, да. Жимсагу. Так, я ему отвечу. Проблема чеченского народа в том, что мы не знаем, многие из нашей молодежи не знают собственной конституции. Это первое. Второе. Никто никогда ни в одной стране, не считая каких-то диких племен, я не знаю где, не хочу называть, чтобы не оскорбить каких-то там, не может сам себя провозгласить. У нас есть конституция, у нас есть закон, и мы должны разбираться, кто имеет право представлять наше государство, и мы должны понимать, кто является легитимным представителем нашего государства. Нас хотят все время свести. У меня были дискуссии с литовскими некоторыми нашими, скажем так, друзьями, да, в кавычках, со многими другими, в том числе и украинскими, которые говорили, что вот мы не разбираемся, вы между собой решите. Хорошо. А мы же не говорим никому, вы между собой решите.
это как получается, как какой-то белый дядя пришел к каким-то чернокожим и говорит, вот ты будешь там, да, и ты будешь. Это очень некорректно. Мы абсолютно цивилизованные, мы знаем свои законы, мы знаем, уважаем, следуем законам своей страны. Следовательно, мы знаем, кто может и имеет право представлять наше государство в зарубежье. Эти люди обозначены, и если у кого-то, я еще раз повторю, есть какие-то претензии, если кто-то может показать, предъявить какие-то претензии в том, что вот эти люди отступили от линии, основной линии, тогда нужно это обнародовать. Мы будем рады, если имеется на нас компромат. Мы должны быть грамотными, мы должны быть цивилизованными, мы должны показать свою правовую культуру, свою приверженность нашим законам, законам нашей страны и показать всему миру пример, что даже в условиях подобной, после 2 жесточайших войн, что мы сохранили и преемственность, и законность, и легитимность, и правовую культуру. Мы сегодня обязаны показать правовую культуру. Это мое твердое убеждение. Я закончил.